Раз, два, три. Ну, в общем, я проснулся. Сейчас, значит, умываемся, приводим себя в порядок, завтракаем. Ну и я расскажу, что у нас сегодня по плану. Пока греется кофе, я тут посмотрел в окно и офигел. Люто, дико идет снег. И всего лишь минус 10 градусов. Единственное, только я теперь не знаю, будем ли мы чистить снег с крыши или нет, потому что как бы это не особо имеет смысл. Держалки на телефон нету, поэтому приходится, короче, снимать так. Я хотел снять круто, типа я сижу тут, пью кофе и планирую свой день. Это значит, у нас будет первый влог видео на этом канале. И на нем я тебе покажу день стримера, но день стримера без стрима. По плану мы сейчас, значит, едем в поселок, идем к брату, в гараже немножко тренируемся, после чего отправляемся к родителям. И сегодня мы с батей запланировали скидывать снег с крыши, но учитывая сегодняшние погодные условия, возможно, это перенесется. Ладно, я кофе, короче, допиваю и погнали на улицу. Погода на улице вообще замечательная. Пока одевался, выходил, уже снег закончился. В общем, как-то так. Идем на остановочку. Ну, до остановочки минут 5-10 ходьбы. Вот, собственно говоря, осталось дождаться автобус. Не знаю, как вы, но я люблю прокатиться на полупустом автобусе. Ну что, вот 30-40 минут езды, и мы в моем родном поселке. Здесь Андрюха, кстати, уже совсем рядом живет. Уже, в принципе, подходим даже. Черный ворон. Так, следов в гараж еще нету. Значит, Андрюха не пришел в гараж. Вот наше тренировочное место. Включаем свет. В общем, здесь нам сейчас предстоит попахать где-то часа 2. Значит, у нас здесь имеется вот такой тренажер. Иногда бьем Германа. Вот есть скамеечка самодельная, Андрюха делал. Но я уже снимал видосы про гараж. Вот блинчиков мы накупили. 15-ки, 20-ки, 5-ки, 2,5. Точнее, Андрюха накупил блинчиков. Вот есть тренажер качать ноги. Вот силовая рама. Силовую раму Андрюха делал сам. Собственноручно. Гриф был приобретен. Здесь у нас пометочки. Вот жим. Присед. Есть вот такая скамья для бицепса. Даже есть тренажер качать икры. Но им мы вообще практически не занимаемся. Тут скамеечка с гантелями. Все в бодибилдерском стиле. Даже зеркало есть. Еще у нас вот есть каминчик. Ладно, я только зашел, раздеваюсь и жду Андрюху и приступаем к тренировке. После хорошей качественной тренировочки, трясущимися руками, не грех и протеинчика выпить. Вот такая, ребята, у нас прошла тренировочка. Много ничего не стали показывать. Что вам показывать, миллион подходов? Потому что, как бы, по сути, мы здесь за весами и не гоняемся. Здесь больше у нас для души занятия. В первую очередь даже просто посидеть, пообщаться, позаниматься спортом. И спорт, скажем так, нас сплочает еще, да? Лишний повод дает встретиться, пообщаться и так далее. Андрюху сегодня я вам не показал. Андрюха говорит, чуть-чуть попозже зайду в кадр. Вот. На днях еще, возможно, мы поедем... Как, Андрюха, машина называется? Вепрь.
На Вепре, на Андрюхином Вепре поедем в тайгу, возьмем Санька, немного поснимаем вам там лайв-контента из леса, наш якутский лес, нашу природу. Вот, думаю, будет интересно. Но если, конечно, все планы сложатся, потому что весна дело такое. Сегодня вроде бы снег и холодно, завтра уже грязь и никуда не проехать. Ну, короче, вездеход Андрюха говорит хороший, так что похер там, даже если жестокий бадаран, то мы в любом случае проедем. Ваше здоровье! Короче, Андрей Викторович соизволил нас довести до дома, говорит, снег жесткий, где-нибудь потеряешься по дороге, волки нападут или еще что-нибудь. Ну, снег до сих пор валит вовсю. Так, вот мой родной двор, вон там собака насикала. Походу чистить сегодня не будем, потому что снег по-прежнему валит. Поднимаемся в дом, милый дом. Вот батя здесь все обшил, чтобы снег в щели не залетал. Температура, не знаю, видно, нет, я просто ничего не вижу. Минус 7 градусов, минус 7 градусов. Ну, пирожки, как мамуля стряпает. Пирожки с капустой. Вот у мамы такая швейная машинка, которая до сих пор функционирует. Наверное, большинство смотрящих это видео еще младше этой машинки. Со всеми, почему? Потому что я неоднократно, вы знаете, говорил о том, что переговоры в настоящий момент ни к чему не приведут, несмотря на, там, обычно говорили про Духанкорец, там, Украину систематически. Да, вот там еще находит. Все, что может, включая. Здесь вот у нас лед хранится. Одеваю специально чистенькую летную куртку. Чистенькие варежки, тоже такие, которые не прилипают ко льду. Если кому интересно. А то если шерстяные взять, оно прилипнет все. Димон, Димон, иди сюда. Только я быстро как-то переместился из дома на поле. Я уже из дома ушел. Приехали к Андрюхе на склад. Сейчас хочу Вепрь показать, машину, на которой в будущем мы поедем в тайгу всей толпой. О, моя Ванька. О, скоро поедем. Че, Ваня, когда починишь уже? Пора ехать. Вот на этом аппарате будем качаться, да? Не, ну по крайней мере должны съездить. Здесь жить можно вообще. Я деда написал, короче, зеркала, задние фонари возьми. Ну, салончик. Красотища, короче. Здесь сиденье воткнем и все, и поедем. Бип-бип, пам-пам. Люка есть, кстати. Люка, говорю, люки. 2 люка. Вот. Раз, 2. Сзади вот такая вот буржуйка стоит. Короче, жить можно. Блять, отсюда не могу открыть. Димон нас уже не боится. А, нет, убегает. О, кони! Кони там хавают что-то. Ну что, ребята, я уже приехал домой. Думаю, на сегодня контента достаточно. Показал вам день стримера без стримов. В принципе, у меня так и происходят мои бесстримовые дни. Я либо иду в спортзал, либо еду к родителям в гости. Ну, либо еще какими-нибудь делами, конечно, занимаюсь. Кстати, снег мы не почистили, потому что, как вы видите, до сих пор на улице снег валит. На следующей неделе поеду, наверное, чистить уже. И тоже что-нибудь сниму. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.